города — это не то место, где участники дорожного движения могут наплевать друг на друга. Во-первых, они не смогут это сделать просто даже физически. В США умеют организовать любое движение, а уж тем паче дорожное. Здесь у каждого своя неприкосновенная территория. Потоки редко пересекаются, у пешеходов широченные тротуары, у автомобилей столько же территории, а велосипедистам вообще отдан, как правило, весь город. У них во многих американских городах как бы своя изолированная жилплощадь, почти никаких соседей. А ведь это всего лишь культура. Велокультура или вообще культура жизни в городе. В городе, который думает обо всех. Добрый день, я Майкл из России. Очень приятно, Колин. Вы из пригорода? Да, я езжу на работу на велосипеде каждый день. На работу? Вот в этой одежде? Обычно да. Но вам же, наверное, надо как-то переодеться будет. Так у меня все есть тут. Смотрите. Вот тут у меня компьютер. Кое-что перекусить есть. Ну и смена одежды, если понадобится. Житель пригорода Вашингтона Колин Браун лишь один из миллиона. Один из миллиона человек, которые используют эту дорогу за год и практически каждый день для самых разных нужд. В основном для поездок по делам, на работу, например, и обратно. Почему их целый миллион? У вас есть машина? Нет. Почему? Почему нет? Потому что это дорого. Я не могу себе этого позволить. Но и это мой личный выбор. Мне нравится велосипед, и мне в принципе нравится сама идея передвижения все большего числа людей на велосипеде, потому что это хорошо и для человека, вот для меня, и для окружающей среды. Потому что они другие. А вот эта дорога через весь город, пролегающая практически на всем своем протяжении через лесопарковую зону, не всегда была здесь. Здесь проходила часть железной дороги Балтимор-Огайо до середины 80-х годов. Но затем надобность не отпала, и территория пришла в упадок. Пока здесь не появились активисты велодвижения. Они и создали в Вашингтоне дорогу, которая теперь вот уже 26 лет как носит название «Тропа столичного полумесяца». Это действительно полумесяц на карте. Внизу живописный район Вашингтона Джорджтаун, вверху пригороды. Всего 13 миль, 20 километров. У этой тропы, как у всего в Америке, есть свои адвокаты, меценаты и администрация. Ну и фанаты, конечно. Ну вот утром, пока мы с вами тут прогуливаемся, мы видим велосипедистов, спешащих на работу. На работу, правда? Конечно. Это же целое пригородное сообщение в вашингтонской агломерации. Это миллионы человек в год. В уикенд это семьи, это люди, занимающиеся просто спортом, а в часы пик это все забито великами. Вот что здесь еще хорошо. Вот здесь вы уже в городе, но вы не пересекаетесь с автомобилями. Вы на мосту, выше проезжей части. Это для безопасности, конечно. Да, и чтобы избавить людей от передвижений в трафике. Мы видим с вами лишь небольшой совсем участок этого большого проекта, который, кстати, далеко не закончен, и дорога эта будет только удлиняться и шириться. Более того, мы видим с вами лишь один из 500 подобных проектов, которые реализуются сейчас по всем Соединенным Штатам. Эти штаты скоро станут еще более соединенными. Их соединит великая американская велосипедная и пешеходная тропа, которая пройдет через всю страну с востока на запад и соединит океаны. А ведь все начинается с малого. Это закон. Уступите дорогу пешеходам. Вот эти знаки, которые мы здесь встречаем в огромном изобилии, это очень по-американски. Людям постоянно напоминают о том, что дорогу пешеходам надо уступать. Казалось бы, достаточно того, что проложили здесь зебру, но нет, это закон. А мы с вами ведь находимся не совсем в обычном месте. Это город Лексингтон, это неподалеку от Бостона, где-то примерно в 30 минутах езды. И вот эта тропа, которая пересекает эту дорогу, это не только пешеходная, это велосипедная тропа. Ну, можно здесь видеть, да, никаких транспортных средств с мотором здесь нет и не может быть. Почему? Потому что когда-то здесь была железная дорога, это было еще в 70-х годах, она закрылась, опять та же история, очень похожая. И люди начали воевать за то, чтобы эта железная дорога превратилась не просто в какую-то запущенную, заброшенную зону, а чтобы она служила людям. Так вот, что сделали? Воевали в течение 17 лет, вы только представьте себе.
Власти были очень инертными, власти очень долго на все раскачивались, но люди все-таки отвоевали себе это место. Место для чего? Для прогулок, для спорта, для рекреации, как тут говорят, для здоровья. Но самое это главное ведь в том, что эта тропа идет в двух направлениях. Туда на Бостон, туда на Бедфорд. И люди, как видите, используют эту тропу как средство для того, чтобы добраться, опять же, на работу и с работы домой. И мы с вами видим действительно, что так оно и есть. Эта тропа служит людям, а люди служат этой тропе. Наверное, это даже больше для отдыха и передвижения. Утром, днем, может, и на работу большинство едет, но фактически тут много и тех, кто просто отдыхает так, развлекается. Или, скажем, вот надо вам проехать через весь город к магазину, можно и здесь. Это то, что мы называем практичностью. Житель колыбели американской революции города Лексингтон Том Фортман из поколения современных революционеров. Это именно он в авангарде велолюбителей 17 лет боролся за то, чтобы эта дорога соединила его тихий городок с Большим Бостоном. В России таких называют чудаками. В Америке просто гражданами. 26 лет назад ему сложнее было убедить своих соседей, чем власти. Главная проблема в том, что люди вообще боятся всего нового. Говорили, что будет шумно, что будет беспокойно. Один человек даже заявил, что преступники будут разъезжать по этой дороге и грабить наши дома. А мы их не переубеждали, мы просто набрали больше голосов. Сегодня это одна из самых популярных в стране веломагистралей. Десятки тысяч велосипедистов и занимающихся спортом людей каждую неделю. Здесь во всем совместное использование. Дорогу построил штат Массачусетс, но люди, живущие здесь на всем протяжении дороги, своими личными деньгами поддерживают ее в приличном состоянии. Знаки, разметка, даже уборка снега зимой – все это делают люди сами, поскольку это просто в крови у американцев быть частью хоть какой-то команды и все делать собственными руками. Для города, для Бостона, это тоже глоток свежего воздуха, потому что десятки тысяч автомобилей не приедут из пригорода в города. Велосипедисты из пригорода доедут лишь до ближайшей станции метро, где преспокойно оставят свое транспортное средство и спустятся в метро. Ну и, наконец, конечная точка нашего маршрута. Мы с вами находимся в Бостоне на Alewife Station. Это станция метро Alewife, куда, собственно, и приезжают все эти велосипедисты, которых мы только что видели на тропе. Это самая дальняя, удаленная от центра Бостона станция, но самая ближняя к Лексингтону и другим городам в пригороде станция. Так что все велосипедисты, которые, наверное, приезжают сюда в основном на работу, как видите, приезжают именно сюда. Вот это то, что называется система. Скорее всего, и вот этих велосипедов сегодня вечером здесь тоже не будет, потому что это тоже все рабочие места, что называется. Вот та система, о которой мы говорим. Может быть, не в первую очередь стоит прокладывать велодорожки по городу, по центру города, по всем его улицам. Достаточно проложить некие тропы, некоторые маршруты, которые связывают пригороды и оконечности, может быть, города. И у вас есть уже целая система. Вот. Простая система парковочных мест, которые нет в Казани возле каждого нашего метро. Достаточно поставить хотя бы вот эти штуки, и у нас с вами уже будет система. Вот это урок. Это урок того, как можно добиться все своими собственными руками. Люди здесь в Америке понимают, что без их собственного участия ничего никогда не будет. Города сейчас думают о качестве жизни людей. Думают, как перестроить экономику места, как привлечь самых разных людей, которые станут жителями этой территории, как привлечь, например, молодых людей. А что, по сути, нужно всем, о чем все говорят? Зеленые зоны под боком, безопасный отдых на открытом воздухе, больше места для прогулок и езды на велосипеде, когда вам не обязательно передвигаться повсюду на машине. Это просто вопрос пространственный, геометрический. Города растут, но невозможно найти уже место для всех машин. Для всех, кто каждое утро к тому же приезжает в город. Нужно дать людям кое-что получше для комфортного передвижения. Это, знаете, такой симбиоз. Удобные для пешеходов районы, велоинфраструктура и общественный транспорт. Вот это будущее. То, что это обеспечит. Михаил Любимов, Роман Безменов и Константин Илларионов. 7 дней. Соединенные Штаты Америки.
Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.